Шаршембаевичке кайрылат элем. Мен баламдын сөөгүн берип койгула. Пожалуйста, ата-энелерди ыйлатпагыла. Балам өлгөндөн кийин туруп келбейт. Я хочу пояснить, что брат невиновен был в этом преступлении, он верил, что мы в итоге докажем, что он невиновен, он освободится на свободу, и вот его и дети сидят рядом со мной, с бабушкой, с дедушкой, которые ждали его, которые каждый день, через день созванивались со своим отцом, по 5-6 часов в день они разговаривали, все, у них была надежда его увидеть. И в данный момент происходит этот побег, который вообще мы не ожидали, он также не ожидал, так как на утро, в день побега, на утро он ждал нас с апелляционной жалобой, чтобы подписать ее в Верховный суд Кыргызской Республики. Я хочу передать слово своей сестре, она дополнит меня. Мы стали созваниваться с заключенными, они как могли, нам докладывали, что они знают, что не знают, в каком состоянии они приехали. Зэки мне позвонили, то есть осужденные, и говорят, ваш брат сидит босоногий 7 дней, ему не дают еду, потому что сами милиция, начальство СИЗО начали бегать у нас искать обувь для него. Что мы не нашли нормальную обувь, они ему дали сланцы резиновые. Вот, комитет по пыткам, значит, говорит, он у вас был в состоянии ходить, да, он был избитый, но он ходил, то есть он разговаривал, сам на ногах к нам пришел. Но отказался писать заявление на пытки, потому что он, видать, не поверил, что мы от родственников, потому что их так избивали, что он побоялся, что его сейчас после того, как он нам напишет, будет избивать обратно, да? Он сказал, что все, кто избивает его и остальных, они были в масках, и они не видят их лиц. Да. То, что на кого мне писать, они меня избивали, их было очень много в масках, когда их руки, ноги уставали нас бить, нам их заменяли. В общем, этот Марс, забывая фамилию, извините, начальник СИЗО, да, по-моему, или замначальник, он мне говорит, что он в хорошем состоянии. Начальником подвала. Подвала, да, пожизненно заключенных, я так думаю. Он мне говорит, что он в хорошем состоянии, ест, ходит. Ну, в общем, обманул он меня, потому что буквально через час мне звонят опять осужденные и говорят, ты почему сидишь, спасай своего брата? Через какую-то дырочку зэки увидели, как его все время таскают на носилках. Кстати, когда комитет по пыткам наш пришел, его привезли назад, там есть какие-то возможности через стену кричать. Я нашла номер осужденных, кто сидит с ним через стену. Я попросила, говорю, крикните, пожалуйста, что мы хвостом за ним, мы его не бросаем, мы рядом, пусть крепится, терпится ради нас, ради своих детей. Они начали ему кричать. На что он ответил, хорошо, я знаю. Я попросила, может он подойти ближе к стене, чтобы я услышала его голос хотя бы через стену. На что он им ответил, я не могу двигаться, у меня желудок очень в плохом состоянии, то ли кровоизлияние, я ходить к стенке подойти не могу. Пожалуйста, что ты хочешь передать своей семье? Пожалуйста, передайте, пусть не плачут, если я не выдержу. Это была суббота, я попросила этих осужденных, крикните ему, что завтра воскресенье, я не в состоянии ничего сделать, все закрыто. Пусть хотя бы выдержит ради нас до понедельника. Он сказал, я постараюсь, передайте им, но я максимум выдержу сутки. Дай нам его похоронить, мы его дороже не видели, пожалуйста. Пожалуйста, дай ему нам тело, пожалуйста, Алмазбек Атамбаевич. Мы его хотим увидеть его. Пожалуйста, дай нам его тело. Папа не был террористом.